Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». Главные события дня из пражской студии. Я Кристина Суворина. Сегодня в программе. Авиаудар по мусульманской школе в сирийском Идлибе. Погибли 22 ребенка и 6 учителей. Россия обещает проверить, не ее ли самолеты бомбили. По нам ударили самолеты. Я не хочу идти в школу. В Кыргызстане возбудили уголовное дело по статье надругательства над телом умершего после того, как сначала местные мусульмане, а потом и православные откопали и буквально выбросили тело покойной баптистки со своих кладбищ. Как оказалось, таких случаев в стране сотни. Новое разрушительное землетрясение в Италии. Ночной подземный удар пришелся по тем же городам, где 2 месяца назад погибли 300 человек. На этот раз обошлось без жертв, хотя разрушения серьезные. Землетрясение длилось целую ночь. Толчки каждые 4-5 минут. Магнитудой 2, 3 и 4 балла. Студент медресе из Саратова представит Россию на самом престижном в мире конкурсе чтецов Корана в Иордании. Тагир Юсупов уже выиграл несколько конкурсов в Иране и Марокко. В иорданской мечети Аль-Харам он будет соревноваться со 150 чтецами в номинации чтения половины Корана наизусть. Тот, кто попадает туда, это автоматически, скажем так, выходит на другой уровень. Новая трагедия в Сирии. Под бомбами погибли 22 ребенка и 6 учителей в одной из мусульманских школ города Идлиб. Самолеты, принадлежность которых пока не удалось установить, сбросили на школу как минимум 10 противобункерных бомб на парашютах. О Господи, Боже мой, Аллах, помоги нам! О Господи, Аллах, Ты видишь, что с нами происходит? Пусть наша месть настигнет их, Аллах! Нет другого Бога, кроме Аллаха. Я хочу к маме. Отведите меня к маме. По нам ударили самолеты. Я не хочу идти в школу. Вы видите кадры этого авиаудара, который распространяет агентство Рейтер. Авиабомбы попали во все 3 здания школы в самый разгар занятий. Среди погибших ученики и младших классов, и старших. Очевидцы из гражданской службы спасения утверждают, что помимо школы бомбы накрыли целый жилой квартал. Это жилой район, на который были сброшены десятки парашютных бомб. О трагедии в Идлибе первым сообщил исполнительный директор детского фонда ООН ЮНИСЕФ Энтони Лейк. В атаке подозревают российскую авиацию. Представитель России в Совете Безопасности ООН пообещал связаться с российскими военными, чтобы выяснить, что именно произошло в Идлибе. Проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек. Надо подождать, что по этому поводу скажет наше Министерство обороны. Тем временем госсекретарь США Джон Керри сделал заявление, что несмотря ни на что, Америке и международному сообществу придется решать проблему Сирии при участии России и Ирака. Игнорирование этих стран, вовлеченных в сирийский конфликт, по мнению Керри, может привести к непредсказуемым последствиям для региона и всего мира. Год назад мы, США, собрали группу государств, имеющих влияние, международную группу поддержки Сирии. В нее входят все страны, вовлеченные в конфликт, в том числе Россия и Иран. Некоторые люди спрашивали, почему вы сидите за столом переговоров с ними? Потому что они вовлечены, потому что если они не будут частью решения, то станут частью проблемы. Власти Кыргызстана возбудили уголовное дело по статье надругательства над телом умершего после 3-недельного скандала, связанного с 3-кратным перезахоронением тела кыргызской баптистки Каныгуль Сатыбалдиевой. Между тем, выясняется, подобных случаев, когда тела протестантов отказываются хоронить и мусульмане, и православные, в республике десятки, а может быть и сотни. Подробности у Шавката Тургаева. Kimki kan bolsa öz azabını öz tartat. Beçeregen duracağın cenneti olsun. Жуткая история о тройном перезахоронении Каныгуль Сатыбалдиевой уже 2 недели, но страсти не улеглись до сих пор. Умершая придерживалась баптистского вероучения. Из-за этого предать земле тело женщины сначала запретили на мусульманском кладбище. Недовольные местные жители тело выкопали. Власти и милиция бездействовали. Каждый человек имеет право быть погребенным, где бы ни то было, но только не на мусульманском кладбище. Несмотря на то, что муж умершей читает 5-кратный намаз, местные жители были против захоронения ее на мусульманском кладбище. Решение перезахоронения было не мое. Так решили люди.
После Каныгуль Сатыбалдиева похоронили на кладбище православном, но и тут среди местных нашлись противники. Хотя, по словам служителей церкви, православие не запрещает погребать людей иных христианских вероучений на своих погостах. В православной церкви нет таких запретов канонических на то, чтобы на кладбище хоронили там кого-то, допустим, лютеранта или баптистов, еще кого-то. Проблем на самом деле никакой нет. Пусть хоронят на христианском кладбище, как это всегда и было. То, что там кто-то воспротивился, скорее всего, это частная какая-то инициатива каких-то конкретных отдельных людей, и православная церковь к ее канонам никакого отношения не имеет. Изрядно поглумившись над телом, усопшую предали земле в 3-й раз. Но о месте захоронения власти не сообщили даже родным баптистки. Между тем правоохранительные органы из-за шумихи возбудить уголовное дело все-таки решили. По статье «Надругательство над телами умерших и местом их захоронения». По делу проходят 5 жителей Алабуки. Однако в Госкомиссии по делам религии считают, что главная вина лежит на органах местного самоуправления. Именно они ответственны за своевременное предоставление мест под кладбище. По закону полномочия ихние, и они должны этот работу прорабатывать, вопрос прорабатывать, и они должны были там, я думаю, жестко решать в рамках действующего законодательства, потому что на самом деле здесь вопрос касался не о том, что духовенство выступали против местные жители, и они пытались найти компромисс между местными жителями и, получается, так, положение действующего законодательства. Поэтому в данном случае здесь полностью, конечно, должна ответственность лежать на местных органах власти. Эта история на поверку оказалась вершиной айсберга. Баптисты, лютеране и прочие и прежде не могли получить участки для захоронений. Джолдушбек Асаналиев, прихожанин Евангелической христианской церкви, как раз из таких. Когда его мать умерла, место под захоронение получить удалось не сразу. Да, с земельным вот именно проблемы. Вот именно когда, получается, сталкивается с похоронами, с этими, со стороны родственников, со стороны властей, со всех, ну, именно земли не дают, и что вот именно вот перешли в другую веру. Нередко приходилось терпеть нападки в основном со стороны исламских священнослужителей, рассказывает Джолдушбек. Ему они говорили, что он продал свою настоящую веру. Он сказал, что вам не положено хоронить в нашем кладбище, здесь вам вообще не положено. И вы обращайтесь к власти, и они, пускай они выдадут землю, а мы вам не разрешаем и не разрешим, говорит, хранить, потому что вы из другой веры. Мужчине удалось выбить клочок земли, но супруга его переживает, ведь в скором времени места и здесь не останется. Ну, не знаю, если здесь кончится, да, куда мы еще будем захоронить своих, не знаем, родственников. Сегодня земельный вопрос в стране стоит очень остро, а кладбищенская проблема острее вдвойне. Обеспечить землей более чем 2800 религиозных организаций, по мнению экспертов, задача практически невыполнимая. Было сделано предложение такое, что в районах, может быть, надо где-то в районах подумать о том, что в каждом районе хотя бы сделать одно муниципальное кладбище, на которое будут иметь право захоронения представители любой конфессии. Кыргызстан – государство светское, однако, по мнению религиоведов, принципа светскости в полной его мере в стране еще нет. И очевидно, что инциденты на религиозной почве повторятся и впредь. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время. Кыргызстан. Министерство финансов Таджикистана неожиданно обвинило флагман местной промышленности, таджикскую государственную алюминиевую компанию, в утаивании доходов на сумму в 1 миллиард 100 миллионов долларов. Как уже заявили эксперты, если эта сумма будет взыскана, лучшее производящее предприятие страны прекратит свое существование, а госбюджет лишится значительной части поступлений. И с нами на связи наш корреспондент из Душанбе Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Скажите, говорят ли что-нибудь по поводу обвинений сами производители таджикского алюминия? Какие они собираются предпринять ответные меры? Здравствуйте, Кристина. В Таджикистане разгорелся крупный скандал между Министерством финансов страны и таджикской алюминиевой компанией. Финансовое ведомство обвинило флагман промышленности Таджикистана в сокрытии доходов на сумму, превышающую 1 миллиард 100 миллионов долларов, и неэффективности толлинговой системы, используемой компанией в последние 10 лет. Ответ Талка на эти обвинения был достаточно жестким. В частности, официальный представитель компании Игорь Сатаров сегодня в ходе экстренного брифинга заявил, что отчет Минфина составлял
оказался дилетантами, а специалисты, работавшие над ним, не обладают достаточными знаниями, и подчеркнул, что подготовленный чиновниками документ – удар не только по репутации алюминиевого гиганта, обеспечивающего большую часть экспортного потенциала, но и удар по репутации государства. Представители алюминиевой компании опасаются, что отчет может привести к потере доверия международных финансовых институтов и банков и лишить Талко возможности получать крупные иностранные инвестиции и кредиты. Договор Толлинга дает возможность алюминиевому гиганту заниматься только производством алюминия и гарантированно получать сырье. Поставку и продажу берет на себя вторая сторона соглашения – Талко Менеджмент. В отчете Министерства финансов, опубликованном на их официальном сайте, говорится, что убытки предприятия составляют $100 с каждой произведенной тонны крылатого металла. Система неэффективна. Например, в России толлинг запрещен уже более 10 лет. Компании не согласны и настаивают, что если бы не эта система, то убытки составляли бы около $400 за тонну. И завод из-за нерентабельности тогда пришлось бы закрыть. Это повлекло бы за собой цепную реакцию и сворачивание производства более чем на 40 предприятиях, обеспечивающих Талку или получающих продукцию алюминиевого гиганта, что просто бы уничтожило экономику страны. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения этого вопроса. Кстати, она приняла решение после всего, что в условиях, в которых сегодня находится таджикское алюминиевое предприятие и компания в целом, изменять эту схему просто нельзя, потому что сразу у нас не будет никакого завода, просто его не будет. В Талку выражают недоумение, что министерство, якобы обнаружившее недостатки в работе компании, не создает совместную комиссию для проверки фактов. Это не первый конфликт финведомства страны с компанией. В 2013 году Минфин был категорически против и считал экономически нецелесообразным проекты по созданию Яванского химико-металлургического комбината, сданного в эксплуатацию компанией в начале сентября текущего года в присутствии президента страны. Эмомали Рахмон на церемонии открытия высоко оценил перспективы завода. Данный комплекс позволит Талку выйти на самообеспечение с составными составляющими для производства крылатого металла, а также экспортировать сопутствующую продукцию за рубеж. А в случае строительства глиноземного завода можно будет отказаться и от толлинга. Вот построим глиноземный завод, ситуация изменится, причем во многих смыслах этого вопроса. Изменится, во-первых, потому что от нас можно будет требовать больше. То есть мы высвободим такую кучу денег, которого сегодня затрачиваем на покупку за рубежом, на транспортировку. В Талку удивляются тем фактом, что Минфин провел анализ с 2010 по первое полугодие 2016 года, то есть за последние 5 лет, на которые приходится самый пик глобального финансово-экономического кризиса, особенно сильно ударившего именно по мировому алюминиевому производству, что привело к закрытию нескольких десятков крупных предприятий по всему миру. Компания не собирается подавать в суд, так как является государственным предприятием и предоставляет право разбираться со сложившейся ситуацией правительству страны, отправив свой отчет о деятельности. Талко единственное в стране промышленное предприятие, прошедшее международный аудит. Кристина. Спасибо, Анушервон. К теме небывалого потепления в кыргызско-узбекских отношениях. Вслед за визитом кыргызской делегации в узбекский город Андижан ответный визит в кыргызский город Ош совершила делегация Узбекистана, во главе которой был вице-премьер Ахмат Икрамов. А его встречал высокопоставленный кыргызский вице-премьер. Напомним, что все последние годы между странами были крайне напряженные взаимоотношения, а границы были практически закрыты. Ситуация резко изменилась после смерти Ислама Каримова. Тему продолжит Джибек Бегалиева. Гостей из Узбекистана кыргызские чиновники встретили прямо у контрольно-пропускного пункта. Делегацию оттуда возглавил премьер-министр соседней страны Адхам Икрамов. Он и встречал коллег из Кыргызстана в прошлый раз. Вместе с политиком в Ожскую область приехали и главы нескольких областей Узбекистана, артисты и даже священнослужители. Первым делом визитеров повезли на сельскохозяйственную ярмарку. Сегодня исторический день. Его годами ждали сваты, которые взяли кыргызских невесток или женили своих сыновей на узбечках. Надеюсь, после этого наши отношения только улучшатся, и мы будем свободно посещать страну соседей. У нас общая земля и вода с нашими братьями-узбеками. Мы всегда жили дружно, до тех пор, пока некоторые недальновидные люди рассорили нас. Мы не общались и, конечно, истосковались друг по другу. Здесь же, на центральной площади, для соседей из Узбекистана организовали большой концерт.
Выступали самые известные певцы республики и артисты из местной узбекской диаспоры. Завершилось представление песни о дружбе народов, растрогавшей даже высокопоставленных чиновников. Подкрепиться представителям делегации предложили в одной из соседних юрт. Здесь их ждали национальные угощения, попробовав которые, гости отправились смотреть спектакль в Узбекском драматическом театре. Совместную пресс-конференцию по итогам встречи главы делегации дали на вершине горы Сулайман, символе южной столицы Кыргызстана. Продолжительность совместной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет более 1000 километров. Большая часть из них была определена во времена Ислама Абдуганиевича. Вопрос об остальных участках сейчас обсуждают Министерство иностранных дел двух стран, погранслужбы и другие органы. В ближайшее время мы разрешим проблемы по 80% спорных участков. Проходить через существующие КПП для жителей приграничных районов уже стало проще. Документ об этом стороны подписали в начале месяца, когда впервые за много лет официальные лица из Кыргызстана были приглашены в соседнюю страну. Вопросы делимитации и демаркации чиновники из двух стран договорились обсудить еще раз. Обстоятельнее уже в Бишкеке. Дюбек Бегалиева, Эрнис Нурматов, Ошская область, Кыргызстан. В социальных сетях Кыргызстана стремительно распространяется видео неофициального банкета кыргызской и узбекской делегаций. В особый восторг пользователей приводит зажигательный танец, который исполнили вице-премьеры. И смотрите далее в программе. Новое разрушительное землетрясение в Италии. Ночной подземный удар пришелся по тем же городам, где 2 месяца назад погибли 300 человек. На этот раз обошлось без жертв, хотя разрушения серьезные. Землетрясение длилось целую ночь. Толчки каждые 4-5 минут. Магнитудой 2, 3 и 4 балла. Студент медресе из Саратова представит Россию на самом престижном в мире конкурсе чтецов Корана в Иордании. Тагир Юсупов уже выиграл несколько конкурсов в Иране и Марокко. В иорданской мечети Аль-Харам он будет соревноваться со 150 чтецами в номинации чтения половины Корана наизусть. Тот, кто попадает туда, это автоматически, скажем так, выходит на другой уровень. Новое сильнейшее землетрясение в Центральной Италии. Его мощность превышала 5,5 баллов по шкале Рихтера. Подземные удары пришлись по тем же районам страны, где в августе во время 2 подземных толчков погибли 300 человек. На этот раз обошлось без значительных жертв, но разрушения снова сильнейшие. Вы видите кадры из городка Кампи, где после толчка на глазах жителей разрушилась старинная церковь. Повсюду в зоне землетрясения отключилось электричество, пропала телефонная связь. К счастью, удар стихии на этот раз пришелся на время, когда в итальянских горах практически нет туристов. Всего ранения получили 10 человек, и один пожилой мужчина в городе Талентино скончался от инфаркта, вызванного шоком. Ощущение от этого землетрясения, как я сказал ранее вашему коллеге, я испытывал такое в Лакуиле. Но даже тогда мне не было так страшно, как вчера. Землетрясение длилось целую ночь. Толчки каждые 4-5 минут. Магнитудой 2, 3 и 4 балла. Мэр коммуны в области Марко Висо всю ночь провел вместе с горожанами на улице. Люди боялись заходить в свои дома. 3 человека получили легкие травмы после первого толчка. На этот момент я бы исключил серьезные случаи, если только не пострадали те 3 людей, которых мы пока не нашли. Но мы не уверены, что они были здесь, когда случилось землетрясение. Сегодня на рассвете начался разбор завалов. На улицах спасатели и строительная техника. Сила подземных толчков была такой, что их ощутили за многие десятки километров, даже в Риме. На верхних этажах жилых многоэтажек раскачивались лампы. Сотрудников Министерства иностранных дел пришлось эвакуировать. Итальянцы еще не оправились от разрушительного землетрясения, произошедшего в августе в регионах Умбрия, Лацио и Марке. Больше всего тогда пострадала часть города Аматриче.
Студент саратовского медресе Тагир Юсупов будет представлять Россию на самом главном в мире конкурсе чтецов Корана. Он уже является победителем почти всех подобных конкурсов, но на этот раз Тагиру Юсупову, возможно, придется непросто. Ему будут противостоять 150 лучших в мире чтецов Корана наизусть. Свое обращение, записанное специально для зрителей настоящего времени, Тагир Юсупов предваряет стандартным текстом на арабском, восхваляющим пророка и создателя. Воспитанник воскресного коранического центра Зейн бин Сабит при Духовном управлении мусульман Саратовской области, в свои 25 лет он успел принять участие в конкурсах чтецов Корана в Тегеране и Марокко, побывать призером практически всех подобных состязаний в России и войти в 5 лучших на международном конкурсе в Иордании. Но фестиваль в мечети Аль-Харам стоит в этом ряду особняком, подтверждает наставник Тагира в Саратовской мечети. Значимость этого конкурса в исламском мире очень сильный, потому что тот, кто попадает туда, это автоматически, скажем так, выходит на другой уровень. И очень отрадно, что из Саратова наш студент представляет Россию на таком международном конкурсе. В этом году в международном конкурсе чтецов Корана в Мекке соревнуются 150 участников из 70 стран мира. Соревнования проходят в несколько этапов и по нескольким номинациям. Тагир борется за победу в номинации «Чтение наизусть половины Корана». А так проходят воскресные занятия в Саратовской мечети для самых маленьких. Дети начинают изучать арабский алфавит уже в 2 года, так что эти 3-летние мальчишки, в том числе и сын Тагира Ахмад, ученики группы для продолжающих. Они уже 2-й год у нас обучаются, они прошли алфавит и начальный этап чтения Корана в оригинале, и потихоньку начинают заучивать коранический текст. Кто знает, быть может, в скором времени сын повторит успех отца, а его товарищи превзойдут в умении читать Коран своих. Саратовская область никогда не была центром широкого распространения ислама в России. Однако времена меняются, и сегодня мы видим рост влияния этой религии в Средневолжском регионе. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. Американские хирурги провели уникальную операцию. Первую в мире трансплантацию рук бывшему морскому пехотинцу от погибшего донора. 6 лет назад молодой американец служил в Афганистане и подорвался на мине. Врачам пришлось ампутировать его обе руки и ноги. Врачи решили рискнуть и вместо протезов пересадили ему донорские руки, сохранив их чувствительность. Операция продолжалась почти 14 часов, и недавно Джон Пэк снова смог обнять невесту. Смерть вашего близкого человека не будет напрасной. Каждый день, когда я смотрю вниз на свои новые руки, я буду идти сквозь боль, и я никогда не сдамся. И это были главные новости, о которых мы успели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.